Дорогие подписчики, гости моего канала, всем привет! С вами Ангелина. Вы на канале Мама Музыканта. Сегодня я хочу пройтись по своему поселку, который называется Яснек. Тут я прожила уже 31 год. Сейчас я немного вам покажу свой поселок. Погнали, мои хорошие! Вот этот район Черемушки, где я проживаю. Сейчас сходим в центр, посмотрим. Тут у нас вот соседи живут. Яшка Крыжановский. Вот этот дом был шестиквартирным. Длинный такой был дом. Тут снесли его. И остался вот такой вот. Все позабивали. Получается на 2 квартиры он. Ну, один хозяин занимает. Ну что, мои хорошие, пойдем смотреть мой поселок. Вот такие вот ухоженные дома у нас. Такие есть. Сайдингом обшитые. Гаражи красивые. Дорога у нас песчаная, асфальта нету. В центре поселка по улице Ленина есть асфальт по одной улице Ленина. И все. По всему поселку вот такой песок. Эта улица у нас называется Лесная. Тут стоят вот эти вот домики, называются бамовские дома. Вот на этом месте стоял небольшой ларечек продуктовый. Сейчас убрали, забор поставили. Направляемся к стадиону. Правда, говорят, он там уже зарос, этот стадион. Почему его там не скашивают траву, не знаю. Вот тут вот, куда я смотрю, там когда-то проживала моя крестница Мария. Вот это ихний дом был. Сейчас она в городе живет. Это ихний дом был. С той стороны была квартира у них. Все развалено. Развалюхи. Сараи все. Жил когда-то давно, еще помню, уже сколько лет прошло. Лет 27, наверное. В начальниках ходил мужчина один Бондарев. Бондарь. Вот тут его сарай. С тех пор все развалено. Вот жил в этом доме. Дом развален, конечно. Бамовский дом. Покажу сейчас еще вам водобашню нашу. Сегодня у нас солнечно, но ветер неприятный такой. Северный ветер, прохладный. Мне пришлось одеть джинсовочку. Красота. Пруд. И вот водобашня стоит. Уже старенькая такая. Поселок у нас большой. Люди, правда, поуезжало очень много людей. Раньше поселок гремел. Поселок гремел, леспромхозовский поселок у нас. Был лесопункт, леспромхоз. Леспромхоз при мне за 31 год 3 раза разваливался. И вот последний раз в 2012 году развалился леспромхоз, и все. Люди остались без работы очень много. Гараж там закрыли. Очень много тракторов, машин поставалось.
Продали, видимо. Вот так вот. Остались люди без работы. Была у нас столовая, баня общая была. Аптека была. Кафешка у нас была. Пойдем на стадион, сейчас сходим. Бачка, привет. Собачка. Привет, песик. Твой хозяин куда там ходил? Грибы, что ли, искать? Кстати, мои хорошие, у нас понемногу уже грибы выходят. И черника. Пойдем посмотрим, смогу ли я тут пройти. Здравствуйте. Поселок наш снимаю. Здравствуйте. Поле все заросло у нас, да? Почему не скашивают? В прошлом году я тут косил. А, вы косили? Чего себе, вот. Да я купил трактор, да и косу тут пробовал, испытывал. Ага. Скашивал. А дети бы футбол гоняли, да? Дети, наверное, сейчас футбол уже не перестали. Они сейчас больше телефон да компьютер сидят. Да, неинтересно им. Нет, это уже бесполезно. Я в прошлом году вас косил, а хоть бы один пришел. Я Да. попил. Прошло то время, правда, наше? Очень жаль, конечно. Никому не нужно. Дети сидят в компьютерах. Неинтересно никому сейчас футбол гонять тут. И как туда пройти? Тут ни тропинки, ничего нету. Чтобы клещей тут не нахватать. Комнату здоровья показать вам хочу. Ой, смотрите, мои хорошие, как красиво. Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Вот наше футбольное поле поселка Ясного. Вот так оно выглядит. По уши травы. Ну, может, кто-нибудь да и скосит. Все заросло. Ворота еще стоят, волейбольная сетка там была. Правда, сетки нету, одни столбы. Вот так выглядит. Комната здоровья. Внутри там и тренажеры, и все, там и лыжи выдавались. Не могу туда близко подойти, трава тут вообще по пояс мне трава. Все заросло. Пройти я туда не смогу. Тут очень много клещей. Вот такие сосны великаны остались тут. Это вот у нас котельная. У нас в поселке две котельные. Одна котельная отапливает двухэтажные дома. У нас есть арболитовые. А эта котельная отапливает детский садик и школу. Сейчас подойдем к детскому саду и школе. Беседочки, площадка детская, горка, здание двухэтажного детского сада. Очень давно, когда я еще ходила в положении с сыном, я тут работала нянечкой, чтобы выйти в декрет. До декрета я тут доработала в детском саду. Вот наш детский садик. Двухэтажный. Такой детский садик. Там охрана. Нельзя снимать, наверное. Ну, потом с этой еще стороны. Такой детский садик. Поселка Ясный. Я уже в городе 9 лет живу.
При мне этот садик уже групп мало было. На втором этаже там уже не было групп. Потому что детей не очень много. Первый этаж только занимали групп. Все. Не знаю, как сейчас, конечно. Поворачиваем в школу. Видите, как все зелено. Все красиво возле детского сада. Итак, мои хорошие, вот это у нас школа. Школа вот такая вот у нас. Двухэтажная. Я близко подходить не буду, мои хорошие, потому что там сторожа. Вот такая вот школа у нас. Школьный автобус. Это гараж, наверное, для... Чего этот гараж? Ну, наверное, у садика, может, своя машина есть, не знаю. А может, это... Ай, ладно. Что гадать-то, не знаю. Козочки гуляют. Привет. Привет. А ну-ка, поздоровайтесь с моими подписчиками. Привет, привет. Красавицы. Мы подходим к старому зданию. Когда-то тут у нас была больница. Старое здание. Все, оно уже не действует. Это здание. Вот такое длинное. Такая длинная постройка. Был когда-то тут стационар. Люди лежали, лечились. Было все. Ночной стационар, дневной стационар. Люди болели, лечились, лежали. Я тоже пару раз тут лечилась, лежала. Вот так вот. Здание заброшено. Все. У нас построили новую больницу. Новую больницу. Пойдем смотреть, мои хорошие. Оставайтесь со мной, не переключайтесь. Ветер. Вот этот домик все еще никак не разберут. Это был у нас магазин, вино-водочный магазинчик. Почему-то его не убирают. Все стоит уже 30 лет на одном месте. Все, ничего не меняет. А вот это у нас, мои хорошие, новая больница. Сейчас мы ее обойдем и посмотрим, что и как. Я еще ни разу вовнутрь даже не заходила. Больницы не видела. Вот. Оттуда главный вход. Такая небольшая больница. Вот так выглядит больница с этой стороны, с главного входа. Все огорожено. Ну а мы пойдем смотреть дальше поселок. Вот эта улица у нас Ленина. Это главная улица поселка Ясного. Вот она асфальтирована. Правда, уже устарел немного асфальт. Надо бы менять. Все старое. Все когда-то портится и рушится. На этом месте у нас стояла когда-то леспромхозовская контора. Двухэтажное здание. Оно сгорело. И вот тут теперь детская площадка у нас стоит для деток. Площадка. Вот тут вот аптека была у нас. Также тут было кафе Иволга, которое называлось. Кафешка была у нас тут. Сейчас тут люди проживают. Вот так красиво дома выглядят. Поселок можно за полчаса обойти. Вот наша почта.
Почта России. И сельсовет. Здание тоже деревянное. Вот сельсовет наш. Покажу магазин у нас тут был. По-моему, он сейчас уже не действует, говорят. Кирпичка назывался. Все называли кирпичка. Продуктовый и хозяйственный магазин тут был. Работает. В общем, вот этот магазин тут был хозяйственный. Он закрыт, а продуктовый, видимо, работает. Вот это у нас был лесопункт. Общежитие также здесь было когда-то. Там здание. Ой, вернее, подождите. Не лесопункт. Или лесопункт. Забыла, что здесь было у нас. Помню, что общежитие было. Ну ладно. Вот так выглядит наш клуб. Интересный такой. Дом культуры. Мемориальная доска. Никто не забыт, ничто не забыто. Стоит тут вот. И вот наш дом культуры. Вот такое вот старенькое здание. Там уже заканчивается поселок. Там стоит котельная, которая отапливает двухэтажные дома. Сейчас я эти дома вам покажу двухэтажные. Дорогие мои, хочу сказать вам, что я сейчас пока эти дни нахожусь в поселке у себя. И я не... Естественно, я не могу ответить на все комментарии на ваши, под вашими видео и под своим. Так что уж вы меня уж простите, мои дорогие. По приезду в город я обязательно отвечу на все ваши комментарии. Зайду, просмотрю ваши видео. Так что оставайтесь со мной, пожалуйста. Все, кто подписался, у меня новые подписчики. Я обязательно к вам зайду, посмотрю ваши видео, напишу комментарий и обязательно подпишусь. Не отписывайтесь от меня, ждите меня, пожалуйста. Я тут в Ясноге просто ремонт делаю. Вот, и по приезду в город я обязательно. А мои видео закидывает мой сынок, помогает мне. Я ему пересылаю, он закидывает. Так что оставайтесь со мной, мои хорошие. Сейчас я вам покажу одно красивое место. Когда-то давно, да, я тут во многих местах по поселку работала, не было работы, нас то туда кидали, то там подработка, то там стояла 8 лет на бирже, работы не было у нас. Ну и потом вот так вот работала в леспромхозе, на пилораме работала на станке, вернее, в ленточном цеху работала, на тяжелой работе, складывала доски очень тяжелые, 50-ка, по 6 тонн в день, 25 кубов, получается 6 тонн в день. Зарплату хорошую получала. Сейчас тут у нас все это вот распалось очень давно, лет 15, наверное, назад, уже как нету нашей пилорамы.
Она стояла в таком красивом месте, в лесочке. Я вам сейчас покажу эту территорию, мои хорошие. Если смогу здесь пройти. Тут смотрю, уже дорога что-то, мосток какой-то сломан. А ну-ка посмотрим, мои хорошие. Смогу ли я тут пройти? Смотрите, что-то такое провалено все. Непонятно, а что это такое? Ну смогу. Мосток сломался. Главное, чтобы ноги не переломать. Вот идем мы в лес. Очень много людей на пилораме на этой работали. И хозяин был такой, знаете, зарплату вовремя давали. Строгий такой был хозяин, конечно, нашей пилорамы, но зато вовремя зарплата была, все было. И после того, как развалилось это дело, людей очень много осталось без работы. На голове ветерок, в голове то же самое. Прическа такая у меня. Ладно, шучу. Все, идем к пилораме. 4 года я там проработала. В котельной и год на пилораме. 5 лет проработала я на этом предприятии. У Машкалева. Хозяин был Машкалев. Александр. У нас тут какое-то болотце красивое. Посмотрите. Красота. Дебри какие-то. Этих деревьев вообще тут по дороге не было. Ну вот, пришли мы на территорию пилорамы. Запущено, ничего. Ой-ой-ой. Вот на этом месте стоял контора. Офис тут был. Кто-то там железо обдирает на территории. Сейчас посмотрим, кто там. Слышно кого-то. Вот на этом месте стояла контора у нас. Вот так вот вся территория заросла. Такая площадка была. Все было огорожено. Вон там вот домик тоже стоит. Там гостиница была. В том месте, вот в этом месте, да, там стоял гранитный цех. Вот этот вот ангар, гараж, ангар, там пилорама была и боксы, гараж. Вот это наша была котельная тут. Покажу. Вот это вот наша котельная была. Мы отапливали тут. Сейчас посмотрим, кто там орудует, что-то там ворует. Вот это вот наша была котельная. Там стояла печка такая. И мы отапливали ангар, гараж, ну боксы. Сейчас посмотрим, кто там что там. Вот здесь была котельная. Там дети играют. Вот тут вот боксы. Вот тут у нас была пилорама. Бокс. Вот там вот пилорама была. Все развалено. Кто-то шагает по крыше. Кто там шагает по крыше? Здесь вот у нас была токарный цех. Токарный цех. Здесь вот раздевалка была. Все
Все. И кто-то по крыше что-то делает там. Вот так все заброшено. Вот такой вот большой ангар был. Кто там лазит? Привет. Вот как-то так, мои хорошие. Все запущено, все заброшено, все. Вот тут вот стоял ленточный этот. Ну, пилорама тут была. Тут опасно на голову, чтобы ничего не... Еще и гвоздей, наверное, море. Представляете, захожу, а тут лежит собачка, Тимошка наш. Тимоха! Тимошка, привет! Ты весь в опилках. Тимошка, ты звезда Ютуба. Снимала я когда-то, помните Тимоху? Соседская собачка, у которой хозяин умер. Тимошка, привет, мой мальчик. Тимоха, а ну-ка иди сюда, мальчик хороший. Тимошка, весь в опилках ты, дурачок. Ты что здесь? Будь здоров. Опилки попали, да? Тимоха, а ну-ка поздоровайся с моими подписчиками. Весь в опилках. Ой. Он уже полинял, стал красивый. Только весь в опилках, конечно. Ну ладно. В общем, здесь у нас был ленточный цех. Вот эта вот штуковина. Тут опилки высыпались. На этом месте стоял термитный цех. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, печально-то как. Территория такая красивая была. Очень печально все видеть. Территория такая была ухоженная. Ни одной травинки, ничего не было. Все было огорожено. Весь забор поснимали. Или он упал, или на доски. Себе кто-то доски забрал. Я еще смотрю, тут не все железо снято. Интересно, как это так? Наверное, отодрать нельзя. Железо так уже давно бы отодрали, наверное. Вот так все это дело выглядит. Вот такая заброшка стала. Гремела пилорама. Да. Ой. Самое главное, на гвоздь тут не наступить. Здесь пристройка вот была. Развалили ее всю. Цеха были тут. Сварочный цех. Токарный цех. И вот это все вот развалено, мои хорошие. Выхожу я отсюда, а то тут можно или на гвоздь наступить, или на стекло. Вот вход в нашу котельную. Сейчас покажу. Вот сюда мы заходили. В ту котельную был наш вход. Такая комнатка. Вот тут стояла печка. Вот тут стояла печка такая железная. Тут вот стол возле окна стоял. Тут тоже стол. Вот этот щиток, помню, как во время грозы всегда трещал, я боялась. Выбегала с этой сторожки. Вот так вот все развалено. Вот так, мои хорошие, была небольшая прогулка по поселку Ясный. Всем спасибо, кто был со мной, кто смотрит мои видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Мама Музыканта, ставьте лайки, пишите комментарии, на колокольчик не забывайте нажимать. Ждите моих следующих видео.
Буду путешествовать по деревням, селам Республики Коми. Сперва ближайшие поселки, деревни, а потом уже в глубинке куда-нибудь. Давайте, мои хорошие, всем пока-пока. Прикольно. Вот такой вот озеро образовалось. Квадрат называется. У меня еще сын сюда приходил купаться. Пацанами еще мелкими были. Купались тут. И образовалось вот такое вот деревья вокруг уже. Интересно, как озеро прям. А была просто яма. Ни одного деревца. Вот так все заросло. Дети приходили купаться сюда. Можно карасей сюда загнать и приходите рыбачить. Вот это лесная дорожка от пилорамы до дома, по которой я ходила все 5 лет. Вот эта пилорама была. А тут дорога. Она тоже, смотрю, уже заросла вся дорога. Осталась маленькая тропиночка. Деревья повалены. Ух ты, еще и баланы такие крутятся. Ой, мама! Чё себе. Смотрите, как красиво. Сюда за черникой приходила много раз. Вот такая лесная тропинка, по которой я на работу ходила. Красиво, согласитесь. Две тропинки, одна на поселок выходит. Туда, где клуб. А эта тропинка ведет до дома. Тут еще одна есть, в лес она выходит. Интересно, что она не заросла еще, эта тропинка. Ну, все, мои хорошие. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто был со мной. Еще раз всем пока-пока.